Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Вестник профсоюза образования». Мы расскажем вам о деятельности профсоюза работников образования нашей республики и ответим на все ваши вопросы. Смотрите сегодня в выпуске. Профсоюз образования провел расширенное республиканское собрание профактива. Участники обсудили ряд организационных и финансовых вопросов, подвели итоги работы по обеспечению эффективности структуры Республиканской организации профсоюза. Рубрика «Учитель пред именем Твоим» посвящена специалисту высшего уровня Асет Алиевой. Мастер парикмахерского искусства передает свой богатый опыт студенткам Грозненского техникума моды и дизайна. В рубрике «Профответ» юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. Профсоюз образования провел расширенное республиканское собрание профактива под председательством Хизира Герзелиева. В нем приняли участие председатель Федерации Совета профсоюза Чеченской Республики Хусайн Салтыгреев, штатные работники Рейсовета профсоюза, а также около 250 председателей первичных профсоюзных организаций учреждений образования республики. Но обо всем по порядку в следующем сюжете. Хизир Магомедович выступил с расширенным докладом, где подробно рассказал об актуальных проблемах, назревшей на сегодняшний день в профсоюзном сообществе республики. Несмотря на наличие острых проблем, профсоюз борется с ними всеми доступными способами. Однако работа в этом направлении должна усиленно продолжаться, отметил он. У нас сложилась двухуровневая структура. Верхний и нижний уровень или профцентр и первичка. Верхний профцентр состоит из следующих основных звеньев: Республиканский совет профсоюза, президиум, председатель организации профсоюза, штатный аппарат, коалиционные советы, уполномоченные, представители райсоветов районов, кураторы первичных профсоюзных организаций. Нижний уровень или первичка имеет также свои структурные звенья. Это профсоюзное собрание, председатель первичной организации, контрольно-ревизионная комиссия, уполномоченные первичные профсоюзные организации, а также профсоюзная группа техперсонала и совет молодых педагогов. Таким образом, схема есть, структура есть. Спрашивается, чего не хватает. Задача теперь состоит в том, чтобы на каждом уровне структуры, на каждом этаже ее были расставлены работники и активисты, способные последовательно и творчески решать профсоюзные задачи. Не схема сама по себе, а профсоюзные кадры, профсоюзные активисты решают все. Собрание было посвящено также некоторым итогам работы профсоюзных органов по обеспечению эффективности структуры Республиканской организации профсоюза и расстановки профсоюзных кадров. Сегодня, будучи в новых, современных, совершенно иных условиях, профсоюз стремится развиваться самостоятельно, отчетливо понимает, что со стороны ожидать помощи ему не от кого. Его влияние и авторитет как среди членов профсоюза, так и среди социальных партнеров зависит от активности и профессиональной компетентности профсоюзных кадров и активов. В структурах нашего профсоюза работает 188 штатных работников. Скажем откровенно, таким количеством штатных работников не располагает ни одна территориальная организация. И еще одно сравнение. По всему общероссийскому профсоюзу образования на одного штатного работника приходится более 800 членов профсоюза. В нашей организации на одного штатного работника приходится 290 членов профсоюза. Это хороший показатель. Участники также обсудили ряд организационных и финансовых вопросов профсоюза. Защита прав членов профсоюза – это основа основ любого профсоюза. Юристы ведут свою правозащитную работу каждый день. Но, как оказалось, не все члены профсоюза знают об этом. Для того, чтобы сегодня наладить эту работу, для того, чтобы наши члены профсоюза поняли, вы сегодня, республиканский сегодня профсоюз, на местах профсоюза должны сегодня сделать хотя бы что-нибудь для этих членов профсоюза. Если у нас сегодняшний день подоходный налог, остальное забирает около 15%, плюс ЖКХ, жилищно-коммунальный забирает около 35%, все уходит.
Для того, чтобы решить это все то, что вы там озвучили, мы должны сегодня проявить свою инициативу и показать, что мы тоже на что-то способны. Мы в настоящее время ведем такую, вот сказать можно, ожесточенную, но правда на бумаге борьбу за ваши права на коммунальные услуги, на компенсацию. И в настоящее время мы ведем переписку с прокуратурой Чеченской Республики. Мы туда дважды обращались, мы обратились за помощью к прокурору Чеченской Республики, чтобы тот отреагировал на перечисленные нами правонарушения, в ответ на что прокурор и вполне обоснованно затребовал конкретные факты, со сбором которых у нас возникли проблемы, потому что заявлять мы можем, а когда до дела доходит, мы письменно получить какие-либо документы не можем. Но мы получили определенный минимум необходимых документов, мы передали прокурору, и все действия, которые мы подали ему, прокуратура начнет проверку в ближайшие дни, если уже, конечно, не начала. Главный представитель профдвижения в Чеченской Республике Хусейн Салтагириев высоко оценил работу профсоюза образования. По его словам, другие организации, не только республиканские, но и остальных регионов России, могут равняться на работу данной организации. Республиканская организация профсоюза работников народного образования и науки, она не только сильнейшая республика, она сильнейшая, самая эффективная вообще среди региональных отраслевых организаций в стране. Это мое твердое убеждение, и никто меня обратно не переубедил. Естественно, вы проводите достаточно большое количество разных экспериментов, будь то содержательная, внутрисоюзная работа, изменение структуры и так далее. Порой кажется, что для неподготовленного человека структура республиканской организации, считая от первички до рискома, достаточно сложная и малопонятная. Но я сам тоже изучал эту структуру, не нашел там ни одного лишнего звена. Все на месте, все работает достаточно эффективно. И вообще, уважаемые коллеги, зависимость от процент, составляющая актива от общего числа членов профсоюза, чем выше процент актива, тем эффективнее эта организация. Если, конечно, этот актив занимается конкретным делом, как в вашем случае. По итогам собрания состоялось награждение отличившихся профсоюзных активистов, кураторов и победителей республиканского конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда» почетными грамотами и денежными поощрениями. Защита прав членов профсоюза, юридическая консультация – это работа правозащитного отдела. Каждый день профсоюзные юристы отвечают на вопросы работников образования. Правозащитники ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока и на другие вопросы. Я работаю в технической школе. Мой работодатель отказывается своевременно выдавать моющие средства и средства индивидуальной защиты. Имеет ли он право так поступать? Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену. В чем заключаются обязанности работодателя при наступлении несчастного случая на производстве? При несчастных случаях, указанных статьей 227 Трудового кодекса Российской Федерации, работодатель, его представитель обязан немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию, сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, а в случае невозможности ее сохранения зафиксировать сложившуюся обстановку, составить схемы, провести фотографирование или видеосъемку, немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, указанные в Трудовом кодексе. В какие сроки должен рассматриваться несчастный случай на производстве? А расследование несчастного случая, в результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая со смертельным исходом, проводится комиссией в течение 15 дней.
Если у вас появились вопросы, обязательно напишите письмо профсоюзу. Адрес видите на экране. В этом году Вестник профсоюза образования запустил рубрику «Учитель пред именем Твоим». В ней мы рассказываем вам об учителях, педагогах, воспитателях, посвятившим свою жизнь делу воспитания и обучения подрастающего поколения. Сегодня мы вам покажем сюжет о специалисте высшего уровня Асет Алиевой. Мастер парикмахерского искусства передает свой богатый опыт студентам Грозненского техникума моды и дизайна. Грозненский техникум моды и дизайна, профессиональное училище номер 26, славится своими выпускниками аж с 1966 года. Училищу было присвоено звание «Училище высокой культуры». По Российской Федерации Грозненское училище занимало второе место в системе ПТО. С 1966 года техникум подготовил десятки тысяч специалистов, востребованных на рынке труда, операторов швейного производства, портных, бухгалтеров, секретарей суда, сварщиков, мастеров общестроительных работ, мастеров столярно-плотничных работ и парикмахеров. Именно этот техникум окончила в 1984 году Асет Алиева. Ныне она старший мастер техникума и преподает спецдисциплины в группе по профессии парикмахер. Итак, мы с вами прошли объяснение всех операций, входящих в стрижку. Вспомните старый пройденный материал на предыдущем занятии. Перечислите мне операции, входящие в процесс стрижку. Пожалуйста. Сведение на нет. Совершенно верно. Сведение волос на нет. Снятие на пальцах. Так. Пришла я к этому совершенно неожиданно, а так я работала в салонах, в 3 салонах города. Работа с клиентами доставляла мне удовольствие, это новые знакомства, там, новые достижения и так далее. Но когда я попала сюда по приглашению своих теперешних коллег, то я поняла, что мне эта работа нравится. И как-то я себя в ней тоже нашла. После выпуска и до 2002 года Асет работала в разных салонах красоты Грозного. Если не считать те годы, что в республике проводились контртеррористические операции, конечно же. Она всегда поддерживала связь с однокурсницами. И вот в один прекрасный день одна из них нашла ее и предложила работу в родном техникуме. Набравшись опыта на практике, Асет решилась преподавать парикмахерское искусство. У нас здесь работают наши бывшие выпускники, значит, мы что-то смогли в них вложить. И у нас несколько преподавателей, это наши бывшие выпускники, которые сейчас успешно занимаются работой, есть достижения в разного рода направлениях, делают успехи. Директор техникума Магомед Мукуев занимает эту должность менее года, но знаком с Асет Хамзатовой около 10 лет. По его словам, иметь такого ценного сотрудника в коллективе – это большая удача. Асет Хамзатовна, безусловно, является специалистом высокого класса, высококвалифицированная, о чем свидетельствует диплом за моей спиной. Она дважды являлась победителем конкурсов «Мастер года» и «Лучший по профессии». В прошлом году он являлся студентом Асет Хамзатовой, Джабраилов Амин. Он представлял нашу республику на национальном чемпионате по стандартам WorldSkills во Владикавказе. И Амин занял 1 место. И также он был номинирован на премию председателя правительства Российской Федерации, получил 30 тысяч. Это, безусловно, заслуга Асет Хамзатовны. Практически все студенты Асет Хамзатовны без проблем по окончании нашего техникума трудоустраиваются. Когда стал вопрос, когда старший мастер, работающий до Асет Хамзатовны, уходил на пенсию, и я, и все мои замы сразу же однозначно все остановились на кандидатуре Асет Хамзатовой, что она должна стать старшим мастером. И то же самое, как лидер профсоюзной организации. Практически единогласно других кандидатур у нас и не было во всех мероприятиях, как техникум, так когда мы задействованы в республиканских мероприятиях. Асет Хамзатовна у нас всегда бывает одной из первых, как она, так и ее студенты. В 2011 году Асет выбрали председателем первичной организации техникума. Работы, конечно же, прибавилось, но мастер справляется, несмотря на то, что у учреждения есть филиалы по республике.
как отмечает всегда наш руководитель Хизир Магомедович, основная сторона не финансовая, нужно понимать, в профсоюзной деятельности. Любому обратившемуся могут оказать грамотную юридическую помощь. Любому обратившемуся может разъяснение по заработной плате, по начислению заработной платы обеспечено. Это все не остается вопросов без ответов. Мало того, по оздоровительной линии, по культурно-массовой. В общем, профсоюз активно работает. Не все зависит от Рессовета, нужна отдача. За эти 5 лет, что Асет возглавляет первичную организацию, ее подопечные активно участвуют в профсоюзной жизни. Им предоставлялись санаторные путевки со скидкой 50%. Также техникум не раз выигрывал в республиканских конкурсах. Одна из победителей – Малика Султанова. Она вышивала этот портрет бисером в течение полугода. Асет уговорила ее принять участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества. И в профсоюзе по достоинству оценили ее мастерство. Коллеги работают вместе вот уже 10 лет. Это немалый срок, чтобы не узнать человека. Очень серьезно относится к своей работе, то есть профсоюзной работе, а также к своей выбранной профессии. Ответственная, доброжелательная. Благодаря ей и профсоюзу наш коллектив несколько раз выезжал по святым местам по Чеченской Республике. Также оказывается помощь тем остро нуждающимся работникам, то есть членам профсоюза. Помощь – это материальная помощь со стороны профсоюза, но опять-таки благодаря Асе Хамзатовне. Помимо всего этого, она прекрасный поэт, она пишет стихи. Ее стихи печатаются в сборнике «Ростки жизни». Это произведение учителей. Асет любит и ценит не только коллеги. Студенты, будущие мастера-парикмахеры, рады, что им выпала возможность учиться у профессионала высшей категории. Асет Хамзатовна очень хороший мастер. Объясняет она очень хорошо. В меру бывает она строгой и мягкой. Самое главное, она нам передает свой жизненно богатый опыт. И мы попытаемся оправдать ее надежды. У студенческой молодежи техникума также есть свой профсоюз. Возглавляет его студент 2-го курса Залина Бугаева. Девушка с первых дней в техникуме принимала активное участие в общественной деятельности и была единогласно выбрана на роль председателя студенческого профсоюзного комитета техникума. Изначально у меня не было никакого опыта, связанного с профсоюзом, но постепенно, советуясь с Асет Хамзатовной, я сама узнавала все больше и больше, тем самым делилась этим со студентами, которые хотели вовлечь в профсоюз. Сначала нас было 15 человек, на данный момент уже 48. В нашем техникуме не так много членов профсоюза, но с каждым днем это количество все растет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. Конечно же, старший наставник помогает во всем Залине. Асет учит ее всем азам профсоюзного дела. Руководство техникума также поддерживает начинания студентов. В студенческий профсоюз, конечно, у нас в первую очередь входят очень активные студенты, занимающиеся хорошо и отлично. Они принимают активное участие во всех мероприятиях, организованных профсоюзом. Есть уже у нас и успехи, грамоты, спортивные мероприятия, интеллектуальные игры. Студентами была выбрана у нас руководитель студенческого профсоюза, это Бугаева Залина, наша студентка. Она тоже очень энергичная такая девочка. Мы очень рады, что студенты вовлечены в профсоюзную организацию. Это очень хорошая позиция. Мы ее поддерживаем, руководство поддерживает, помогаем Асе Хамзатовне как можем в этой сфере. Мы поработаем с затылочной частью волос, где наибольшее скопление. Асет Алиева почти 20 лет преображала клиентов, теперь же учит этому других. Работа парикмахера, как и преподавателя, творческая деятельность. Человек, который выбирает это дело, должен быть заинтересован и вдохновлен им, для того, чтобы развиваться в данной отрасли и видеть свои перспективы. Это
это все, что мы успели вам рассказать. За кадром, как всегда, осталось еще много интересного, но у вас есть шанс увидеть все на сайте ressовет.ru. До новых встреч. Адикелш.